Перед началом заседания глава администрации Ачимчирского района Хрипс Джопуа сообщил, что совсем скоро пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Процесс голосования для жителей Ачимчирского района, который является гражданами России, должен пройти без каких-либо происшествий. Участок у нас образован при Ачимчирской школе номер 2. Участок открывается в 8 и закрывается в 8. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Абхазии, имеющие абхазское гражданство. Надеюсь, что они примут самое активное участие в голосовании. И вы в этом будете верными помощниками и организуете эту деятельность. Далее собравшиеся перешли к обсуждению основного вопроса. В Ачимчирском районе 27 сел, и ситуацию с их энергоснабжением на сегодняшний день можно назвать критической. Отмечалось на заседании. Провода и трансформаторы давно устарели, а многие и вовсе вышли из строя. Сегодня ни у государства, ни у районной администрации нет средств на их полную замену. Районное управление Черноморэнерго по сей день своими руками делает все возможное, чтобы население не осталось без электричества. С начала года отремонтировано 22 трансформатора, дополнительно установлено 11 трансформаторных подстанций, перенесено в центр нагрузки 2 трансформаторных подстанции, построено более 4 километров новой линии электропередач 10 киловольт и более 7 километров линии электропередач 0,4 киловольт. По району установлено опор около 600 штук. Кроме этого, филиал осуществляет постоянную работу по эксплуатации оборудования. Еще одна многолетняя проблема, которая на сегодняшний день существует практически во всех районах республики, это неуплата за электричество. Есть семьи, которые не платили за потребленную электроэнергию все послевоенное время. Главы администрации сел говорят, что многие не хотят слышать об оплате и даже проявляют агрессию по отношению к контролерам. Но все же, как отмечалось на встрече, эту проблему нужно решать незамедлительно, так как ситуация с каждым годом ухудшается. Ситуация на самом деле очень критическая, ее надо решать. И как Беслан Миронович тоже подчеркивал, очень много ситуаций, когда заходишь к абоненту, они не воспринимают тебя вообще никак. То есть могут и выгнать. Но мы как-то пытаемся избегать всего этого, но и дерутся люди, и оскорбляют, и доходит до чего-то плохого. Очень сложно в этом плане, и я считаю, что главы администрации и все депутаты как-то должны в этом содействовать. По-другому у нас никак не получится эту работу сделать. Генеральный директор РУП Черноморэнерго Аслан Басари отметил, что на сегодняшний день проблема энергоснабжения существует не только в Ачимчирском районе, но и по всей стране. Это связано с тем, что вся техника давно устарела. Если бы население платило за электроэнергию, у Черноморэнерго была бы возможность восстановить линии электропередачи, приобрести новые трансформаторы. При этом Аслан Басари отметил, что только совместная работа в этом направлении даст существенные результаты. Беслан Миронович вам перечислял все то хозяйство, которое есть только на территории Ачимчирского района. Это всего лишь на территории Ачимчирского района. Вы представляете, да, у нас какое количество районов и какое количество опор, линии электропередач различного класса напряжения. Есть высокая линия, есть низкая линия, есть магистральные еще линии. У нас там постоянно происходят обрывы. Вот в зимний период часто бывает, что у нас отключения какие-то, аварии происходят. Почему они происходят? Они происходят потому, что основная часть всего оборудования у нас уже по износу стоит и установлено более 50 лет. И это фактически не меняется. Для того, чтобы заменить все, что у нас есть в Абхазии, чтобы понимание было, порядок цифр, нужно порядка 50-60 миллиардов рублей. В Ачимчирском районе есть села, жители которых в этом году и вовсе не платили за электричество. Задолженность по Ачимчирскому району достигает 120 миллионов рублей, 115 из которых – это долги местного населения. Аслан Басари подчеркнул, что пока население не начнет исправно платить за электроэнергию, люди не вправе требовать бесперебойной подачи электроэнергии. При этом цена даже самого маленького трансформатора стоит более 100 тысяч. Для вашего понимания, для того, чтобы построить линию приблизительно в 1,5-2 километра и установить трансформатор с КТПНом, приблизительно обходится в районе 2 миллионов рублей. Это только на одном маленьком участке, где, предположим, есть порядка 20-30 абонентов.
Если мы друг другу помогать не будем, нам не на что это делать. Физически не на что это делать. Почему, когда речь идет об электроэнергии, все говорят о том, что это должно быть бесплатно? Вот из-за чего? Глава администрации Очимчирского района Хрипс Джопо сообщил, что совсем недавно в районе была создана энергетическая комиссия, которая будет заниматься вопросами задолженности населения по электроэнергии. Также он дал поручение всем главам сельских администраций еще раз предупредить жителей о необходимости оплаты электроэнергии. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.